тех пор, как они уходили на войну юными, полными сил и решимости победить, прошумело немало десятилетий, и вот уже на дворе год их вековых юбилеев. 100 лет – это достаточно, чтобы, отбросив сиюминутную шелуху, верно определить человеку место в истории и тогда или навеки забыть, или навеки запомнить его, добром или худом. Солдаты Красной Армии, ветераны Великой Отечественной войны. Мы сами однажды назвали их героями и решили, что подвиг их останется в веках нашей благодарной памяти. И если с вечностью вдруг не получается, то это уже не их вина, а наша беда. Ни о ком и ни о чем не забыть – это дело нашей памяти, нашей чести, нашей совести. Отложим на несколько минут в сторонку свои смартфоны. Оглянемся на календарь. На дворе их год, их век, век героев. Гвардии старший лейтенант Соломатин Александр Иванович, уроженец Семипалатинска, командир стрелковой роты 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. О том, как он воевал 3 года до победного 45-го, свидетельствуют его награды: медаль за отвагу, орден Красной Звезды и 2 ордена Отечественной войны 1-й степени. Чуя близкий конец, фашистский зверь сопротивлялся с яростью обреченного. Ожесточенность, кровопролитность боев на территории, освобождаемой Польшей зимой 1945 года, была невиданной. Вот в такой обстановке 25 января рота старшего лейтенанта Соломатина, форсировав под яростным огнем врага Одер, захватила плацдарм на противоположном берегу и, удерживая его до подхода основных сил бригады, уничтожила 60 и пленила 20 гитлеровцев, а день спустя отбила 8 контратак противника. Совсем немного не дожил Александр Соломатин до победы. Он погиб в бою 18 марта и похоронен в польской земле в деревне Радзиковицы. В апрельском указе Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза он узнать не успел. Жители села Актюба Уланского района нашей области не забывают своего земляка Степана Николаевича Бородинца. Летчик-штурмовик, командир звена 569-го штурмового авиаполка в составе войск 2-го Белорусского фронта, полковник Бородинец совершил более 100 результативных боевых вылетов, поднимая свой Ил-2 на штурмовку и неоднократную воздушную разведку. Участвовал в операции по уничтожению вражеских группировок в районе города Бобруйск, в Восточной Пруссии, в Данцигско-Гдынской операции, в прорыве укреплений на западном берегу реки Одер. И смерть не раз была рядом. В июле 1944 года ему ценой тяжелых повреждений лица и спины чудом удалось посадить подбитый в бою над городом Слоним горящий самолет. А в феврале 1945 года при возвращении из боевого задания над территорией Польши эскадрилья штурмовиков была атакована группой из 52 истребителей противника. Самолет Бородинца был обстрелян, убит бортстрелок. Сам Степан Николаевич получил ранение. Нашему земляку посчастливилось встретить день долгожданной победы, принять звание Героя Советского Союза и еще почти 30 лет и 3 года послужить в военной авиации. Мы знаем своих героев, мы помним их имена.